Здравствуй, республика! Знаете ли вы, что сегодня отмечается День подснежника? На Руси существовала легенда, что однажды зима со своими спутниками стужей и ветром решила не пускать на землю весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебель и смог выбраться из-под снежного покрывала. Увидело солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу весне. Подснежник – это символ надежды на лучшее. Такую надежду каждый будний день дарим мы своей яркой программой и интересными новостями. В эфире «Студия 11». Мы начинаем. Что интересного нас сегодня ждет, расскажу в анонсе. Детская мода 100 лет назад. Что носили в прошлом веке? Вкусно! В Коми пройдут дни региональной кухни «Вкусы Севера». Школа грамотного ухода. Как помочь больному человеку в домашних условиях? В Национальном музее Коми открылась выставка фотографий «Детская мода 100 лет назад». Все они из собрания мультимедиа арт-музея Москвы. 80 работ представлены в виде печатных фотокарточек на акварельной бумаге. География работ широка – от Могилева до Владивостока, от Архангельска до Баку. На экспозиции представлены и фотоснимки из коллекции самого Нацмузея Коми. В моду прошлого века погрузилась и наша съемочная группа. Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка. Помните эту фразу? В начале прошлого века дети ждали птичку с таким же интересом, как мы. И вот поэтому на каждой фотографии у них удивленные глаза. Каждый раз процесс фотографирования превращался в настоящую церемонию. Поэтому и выбирались самые лучшие наряды. Почему мы назвали это именно мода? Потому что, когда приходили фотографироваться, то, естественно, одевались в что-то модное, что-то вот интересное и красивое. Поэтому можно совершенно назвать, что это действительно история моды детской. 100 лет, ну уже 120 лет назад, получается, до революционной фотографии. Две сестрицы в ажурных накрахмаленных фартуках, а рядом девочка в самом нарядном платье из своего гардероба. А эта шляпа с цветком – просто умиление, будто прямо для бала. Изысканность вкуса, где-то и бурная фантазия провинциального портного. Такие воротники, крестильные рубахи или гимназические костюмы давно ушли в прошлое. Лица детей, вот такие добрые, милые, чудесные лица детей, которых мы здесь видим, они действительно являются такими представителями своего времени, лучшими представителями своего времени. И по ним можно не только увидеть какие-то тенденции моды тех времен, тех десятилетий, именно до революционной России, но и, в принципе, проследить и порассуждать о самой истории в целом. Печать на акварельной бумаге помогает разглядеть все до мелочей, да и почувствовать то, что происходило в таинственной комнате фотографа. Эта девушка с цветком явно волновалась перед предметом на длинных ногах с одним глазом. Они одеты не так, как мы. Я считаю, что одевались они намного лучше, чем мы. У них все ткани натуральные, мода красивая, нет открытых мест, которые бы хотелось скрыть. Снимки из коллекции мультимедиа арт-музея Москвы отражают самую очаровательную часть собрания. В основном здесь печать кабинеток. Это маленькие фотоснимки конца 19-го, начала 20 века. Такие карточки ставили на стол и любовались своими родными. Это надо было кому-то на самом деле их сохранить. Кто-то их берег просто как архив, кто-то для себя, для своего сердца, для своей души. И мы сегодня знаем о том, как жили наши с вами родители. А детская мода усы Сольска представлена из коллекции Национального музея Коми. Это уже подлинные фотокарточки. Вот этого малыша на фотосессию начала 20 века привели в зимнем наряде. Север же. Некоторые фотографии авторские. Это, например, работы Кулакова. В основном же на выставке фото рядовых и малоизвестных авторов, владельцев или работников российских фотоателье. Это невысокое искусство, но, безусловно, бесценный вклад в ушедшую эпоху. Предлагаем вам окунуться в мир гастрономических удовольствий. С 21 по 23 апреля Коми республику ждет масштабное событие – Дни региональной кухни «Вкусы Севера». В проекте примут участие ведущие рестораны, кафе и кофейни республики. На сегодня мероприятие нашло поддержку у заведений общественного питания из Сыктывкара, Усинска и Воркуты. Расскажут о всех тонкостях наши гости.
Ирина, Александр, давайте для начала расскажем нашим телезрителям, что же представляет из себя коми-региональная гастрономия в рамках данного фестиваля. Да, как правило, гости не всегда понимают, и местные жители, чем отличается коми-кухня от региональной коми-кухни. Если мы говорим про коми-кухню, как правило, это традиционные рецепты коми-народа, то, как они готовили еду, определенные рецепты, методика готовки. Если мы говорим про региональную гастрономию Республики Коми, это, конечно, более широкое понятие. Сюда входит и то, что растет, производится, живет, из дичи, к примеру, рыбы и прочее. Это все может использоваться в готовке, в том числе папоротник, который здесь растет и так далее, и так далее. Все, что местное. И даже кофе, который теперь обжаривается в Сыктывкаре в огромных количествах, тоже является нашей региональной гастрономией. И этот массив всего, что есть у нас в республике, может и нужно, чтобы использовался бизнесом в своей готовке. И таким образом получаются новые интересные рецепты, новые блюда, которые могут по-новому показать и рассказать Республике Коми. К примеру, это даже могут быть десерты не из продуктов местных, но обыгрывающих какую-то историю, культурную составляющую. К примеру, это может быть что-то связанное с добычей нефти, да, какие-нибудь темные виды десерта с определенными соусами и так далее. Поэтому мы говорим о таком комплексном понятии, куда может войти буквально все, что угодно, что есть у нас в республике. Как вы вкусно рассказываете. Еще о блюдах не начали говорить, но уже очень вкусно рассказываете. Ирина, расскажите, как вообще возникла идея провести такой фестиваль в Республике Коми и почему? При торгово-промышленной палате Республики Коми существуют комитеты, и один из них, комитет по туризму и сфере гостеприимства, на одном из заседаний комитета было предложено провести дни вот такой региональной коми-кухни. Наши предприниматели поддержали это, мы вышли с этой информацией на наш бизнес, нас поддержало Министерство культуры, туризма, архивного отдела, агентство по продвижению туризма по Республике Коми. И эта идея очень быстро набрала обороты, и вот уже практически на этой неделе мы стартуем. И очень хочется, чтобы это мероприятие стало постоянным нашим мероприятием. Очень хочется, чтобы наши потребители, наши посетители, горожане и гости отметили все усилия нашего бизнеса и работу организаторов по именно продвижению региональной кухни. Какую пользу вообще это региону принесет? То есть это развитие внутреннего туризма, да, вклад именно в это, да, тоже будет совершен. Что еще? Чем интересен этот фестиваль будет для дегустаторов, пришедших в ресторан? Наша задача с этим мероприятием прежде всего представить местным жителям и приезжим гостям, что вообще можно попробовать в Коми. Потому что если мы приходим в большинство заведений, как правило, если спрашиваем, что есть местное, это либо очень скудный выбор, либо его вообще нет. Тем не менее, у нас есть чем похвастаться, и это одна из целей. Прежде всего, для бизнеса понять, насколько это будет востребовано и окупаемо, ну и, конечно, показать местным жителям, что то, что можно заказать, это не только европейское или азиатское меню, но и местное, и оно не может не уступать и не уступает своим качествам, внешним видом, вкусовыми качествами тому, что есть в кухне других регионов, народов, стран. И местное сообщество, и, конечно же, наш бизнес увидит этот большой потенциал, который, несомненно, есть. Такого рода формат и меню войдет в постоянное их меню, не только специализировано на эти 3 дня в рамках проведения, а в постоянном меню появятся эти блюда. Эти 3 дня. А в каких городах фестиваль будет проходить? Уже изучали афишу, давайте, да, телезрителям тоже нашим сообщим. У нас будет 5 муниципалитетов, которые с радостью подключились к этому мероприятию. Это, конечно же, Сыктывкар, это Сыктывдинский район, это Ухта, Усинск и Воркута. Вот эти 5 муниципалитетов подключились и достаточно ярко представили свои блюда, что теперь многие решают все-таки, куда поехать, что посетить, потому что хочется буквально, наверное, везде побывать и все попробовать. Мы с вами уже пообщались, вы намерены поехать в Усинск. Ну, есть такое желание, потому что давно хотелось съездить в Усинск, и тут просто их меню меня очаровало. Что больше всего привлекло внимание?
Ну, несомненно, это внешний вид, наверное, блюд, и то, что такого формата действительно выглядит как высокая кухня, полностью соответствует тому понятию, что такое региональная гастрономия, и, наверное, хочется именно попробовать это как туристический продукт в комплексе и Усинск, и их индустрию гостеприимства, и, конечно же, то, что они приготовят в рамках этого мероприятия. Ирина, а вы где намерены попробовать? Я хочу вкусности? остаться в Сыктывкаре. Мы еще здесь не все посетили. Очень интересные заявки идут от наших рестораторов. Мы планируем посетить здесь, в Сыктывкаре, чтобы как можно больше успеть пройти место и попробовать, оценить и стать, может быть, постоянным клиентом этих наших кафе и ресторанов. А где люди могут посмотреть подробнее афишу, подготовиться, где все подробности? Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей, гостей Республики Коми на это мероприятие. Подробную информацию вы можете найти в разделе «Новости» официального туристского портала Республики Коми по адресу tourism.rkomi.ru, либо по телефону 82 12 40 10 28. Это официальный контакт агентства по туризму. Мы обязательно вам расскажем, где найти все самое вкусное. Спасибо большое, Ирина, Александр. Желаем вам удачи и увидимся где-то в каком-то ресторане. Спасибо. Спасибо. Уход за маломобильным человеком – дело непростое. Будем честны, не все оказываются готовы к таким испытаниям. Кому-то не хватает информации и опыта, некоторые пугаются сложностей. Но бросать своего родного в таких обстоятельствах просто нельзя. Помочь людям научиться жить в новом режиме и обеспечивать достойные условия тяжело больному абсолютно бесплатно учат в школе грамотного ухода. Какие лекции доступны слушателям, узнала Алена Туркина. Программа рассчитана на 3 часа, но за это, казалось бы, непродолжительное время участники школы грамотного ухода узнают о многих тонкостях общения с больным человеком. Слушатели – не только родственники, сюда приходят и социальные работники для того, чтобы пополнить свою копилку знаний. Занятия разделены на 4 блока: основы медицинского ухода, технические средства реабилитации, организация безопасного пространства и психологическая помощь. Причем, отмечают специалисты, последняя нужна не только больным, но и тем, кто за ними ухаживает. Подобный ритм жизни, без сомнения, отнимает много моральных сил, и если не следить за своим состоянием, то можно словить депрессию. Не ставить себе какие-то большие глобальные задачи, нужно стараться продолжать свою деятельность, нужно планировать свой отдых, не бросать свое хобби, и тому подобное. В общем, не забывать о себе. Сотрудники центра делятся, спрос на занятия есть. Еще не было такого, чтобы группа слушателей не набиралась. Для того, чтобы расширить сферу распространения полезной информации, даже ушли в интернет. Совместно с Сыктывкарским физдиспансером записали ролики по уходу. Их в любое время можно посмотреть на сайте Центра социальной защиты населения. Также у нас в рамках школы грамотного ухода мы рассказываем про приложение «Мобильная сиделка», где можно ввести данные своего подопечного, и получается, это приложение помогает разработать индивидуальный план ухода за человеком, какие-то подсказки дает, и в том числе тоже здесь есть видеоролики. Вот это облегчает работу по уходу. Особое внимание уделяется гигиене. Грамотный уход помогает коже больного дышать, дает человеку ощущение физического комфорта и улучшает общее самочувствие. Кроме того, регулярный гигиенический уход – это профилактика пролежней. Каждые 2 часа, хотя бы 2 раза в день, мы должны осматривать полностью тело, крутить, вертеть, проверять, чтобы не было никаких красных пятен. Это первая стадия, когда начинается красненькое пятнышко. Если где-то заметили, мы должны уже действовать, какие-то профилактические меры принимать. Использовать какие-то, может, противопролежневые матрасы, либо каждые 2 часа стараться крутить, вертеть, использовать подушки. Набор в школу грамотного ухода ведется по предварительной записи. Все занятия бесплатные. Наша программа прекращает бороздить просторы информационного поля, но лишь ненадолго. Совсем скоро мы вернемся на ваши экраны. Не переключайтесь. Мы вновь вырываемся на ваши телеэкраны. Студия 11 рада поделиться хорошим настроением с вами. Вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Как любимое в детстве занятие может стать профессией? Генрих Немчинов познакомился с режиссером авторских клипов. Вредители прочь. Как обезопасить себя от укуса клеща? Мы вместе.
как прилузские активисты помогают участникам спецоперации. Наш коллега, журналист-любитель, этноблогер Генрих Немчинов обладает уникальной способностью знакомиться с интереснейшими людьми. Вот и на этот раз в фокусе его объектива и внимания такой человек. Игорь Колесов, режиссер популярных клипов на коми-языке. Главный дом, главное место силы, главный досуг – это где? Это дома. И это, на улице. Это в библиотеке. А, в библиотеке? Ну, конечно. Но я же не говорю про двор, это само собой, это везде. Любимая литература у нас, у мальчишек, кто читал, большинство читало, это фантастика. Конечно, приключения, фантастика, приключенческая литература. Все, выметали мы там, делили ее между собой, записывались, ждали, когда прочтет, забрать у него. А я еще очень любил кино. Потому что, кино раз в 2 недели привозили хорошее, какое-нибудь детское. Витур Буштана, 5 копеек свои. Если у тебя 5 копеек, гематоген в кармане там, или пару ирисок, ты знаешь, насколько ты счастливый человек, знаешь, что сегодня хороший фильм. Что еще надо? Еще и банька вечером. В субботу, да. Потом, читая эти книги, накладывая эти фильмы, которые мы смотрели, тогда немного было, но они все-таки были приключенческие фильмы. И ты начинаешь думать, а как бы я это снял, как бы свое видение бы такое попробовать. Ага. И потом и начались у вас съемки клипов, да? Да, я его хотел снять именно такой это был интерес, эту картинку, которую я представляю под этот текст. А потом этот цикл «Ижма круглый год», «Ижма Вогагер», когда мы сняли первый летом, именно так я его представлял. Как я картинку представлял, он, на 90% он на экране таким был. И меня это очень устраивало. А потом уже осенний, еще цветные, а зимний, Миандерлок Турешство. И Тулы свой сбой весенний. Мой любимый, кстати. А, кстати, ты в нем снимался? Я снимался, да. Да. Вы путешественник. Ваше самое любимое место в России? В России? Ижемский район, Республика Коми, Россия, Евразия, планета Земля. Я думал, вы скажете Питер. Я скажу Питер, но только после Ижмы. Не потому, что тут как-то по-особенному, но родившись здесь, ты потихоньку впитываешь все, что... Природа в первую очередь, конечно, мой любимый, телеканал, когда бывает, сижу чай пью, я просто его фоном включаю. И ты знаешь, мы вроде бы, смотри, Африка, Австралия, Новая Зеландия, пожалуйста. Нет, мне нужно Скандинавия, Канада, Аляска. Он коррелирует. Те же волки, медведи, зайцы, тайга, да, северный олень. Но мне хочется про это слышать. Росомаха. Также вы спортсмен? Нет, опять же, не буду я называть себя спортсменом. Я скажу, что я с физкультурой по жизни. То есть каждое утро зарядка, это обязательно, если самочувствие позволяет. И каждый вечер в тренажерном зале. Благо, я там подрабатываю инструктором на несколько часов. Что для вас важно в человеке? В людях что важно? Доброта. Доброта, это чудо какое-то, когда в человеке есть доброта. Но доброта же часто воспринимается как за слабость. Нет, тут, наверное, путают немного. Я знаю очень много количества добрых людей, которыми бы не советовал заходить за определенные рамки. Поэтому нет, не коррелируется. Не красота, доброта спасет этот мир. Надеюсь я, что она его спасет наконец. Все равно человечество цивилизуется, все равно меняется, все равно какие-то гуманитарные вещи, они все больше проникают в человеческий социум и будут дальше и дальше, потому что человечество по-другому не сможет. На улице становится все теплее, и можно сказать, что долгожданная весна наконец пришла.
Жители активно начинают проводить время на природе, больше гулять и радоваться солнышку. Однако каждый раз, когда мы едем в лес, отдыхаем в парке или работаем в саду и во дворе, мы подвергаемся опасности – клещи. Да, вредители тоже просыпаются с приходом теплой погоды. Как уберечь себя от укуса или какие меры предпринять в случае, если клещ вас поцеловал, узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, что делать, если обнаружил на себе клеща? Обязательно, если обнаружили клеща, если есть возможность в перчаточках забрать, положить в пробирочку или в какую-нибудь бутылочку и вместе с этим подойти. Это если не укусили даже клеща, потому что трудно определить иногда, как клещ укусил. Это в смысле, если ты просто еще до момента укуса его обнаружил? Да, до момента укуса. Его надо все равно принести, рассказать, показать. И, соответственно, мы можем послать, чтобы потом определить, с какого района пойдет. У нас ведь основных, это 3 района. Это Соколовка, Тылаю и Эшба. Вот там, где очень много клещей. Ну и там, соответственно, и садовые участки. Поэтому там надо, конечно, определяться по этим клещам. Ну а если клещ уже укусил, присосался, вот я вам покажу на фотографиях, ну, это клещ уже 3-дневной давности, а это его ранка клеща на коже человека. Что можете сказать по поводу самоизвлечения? Если он уже присосался, лучше подойти в лечебное учреждение, где это сделать профессионально и качественно. А что можно сказать по прошлому году? Сколько было клещей обнаружено здесь? По прошлому году 804 клеща, из них 7 положительных на клещевой энцефалит. На боррелиоз ни одного не попало. И как себя пациенты дальше чувствовали? Все хорошо обошлось? В принципе, ни у кого осложнений не было, потому что они к нам ведь обращаются однократно. Вот они к нам пришли, клеща мы сняли, обследовали, на следующий день они знают уже результат. И, в принципе, даже в тот же день обращения, если это не поздно, как говорится, мы их отправляем в инфекционную больницу, где их осматривает врач-инфекционист и, соответственно, назначает им лечение. А что делать в ситуации, когда ты находишься, например, далеко в тайге и обнаружил присосавшегося клеща? Такие случаи крайне редкие, но думаю, что за сутки ничего не случится. Желательно лучше приехать, чтобы не раздавить этого клеща, и чтобы не оторвать и не оставить у него хоботок под кожей. А в случае, если хоботок останется, ты... Наложить повязочку, обработать там йодом или спиртиком и, соответственно, приехать и посмотреть. В заключение, что пожелаете нашим телезрителям, особенно тем, кто часто выбирается на природу? Обязательно, это следить за одеждой, которую вы одеваете. Одевать более светлую одежду, чтобы что-то можно было увидеть, чтобы ноги были закрыты, чтобы клещ не мог проникнуть. Потому что клещ, ведь он находится на высоте до 120 сантиметров, цепляется и ползает по одежде. Конечно, он не во все места может укусить, но находит мягкие места, где может присосаться спокойно подмышечная область, там, такие подмышечные области и бедро и так далее. Может присосаться. Поэтому надо потом, после того, как вы пришли из леса, себя полностью осмотреть. Полностью осмотреть, белье вытряхнуть, чтобы все было нормально. Желаем, чтобы было как можно меньше обращений, чтобы все все-таки внимательно относились к этому вопросу. В общем, надо постараться быть внимательным. Да, надо быть внимательным. Все. Спасибо вам большое. Да, не спасибо. Более 20 тысяч единиц гуманитарной помощи собрали в Прилузье. Здесь муниципальный штаб «Мы вместе» начал работу в феврале прошлого года. Уже сегодня это не просто место сбора продуктов питания и предметов первой необходимости. Это целое движение неравнодушных сельчан. Одни делают блиндажные свечи, другие плетут маскировочные сети, а третьи везут это все в зону спецоперации. Наша съемочная группа встретилась с сельскими активистами. Очень густо не делайте ленты, потому что поднимается сетка. Надо, чтобы ветер проходил через них. Мы этих правил придерживаемся. Правила с мастер-класса по плетению маскировочных сетей активисты Совета ветеранов села Ношуль запомнили хорошо. Но, признаются, технологию пришлось дорабатывать самим. С материалами помогают местные жители, а времени у этих пенсионеров пока хватает. Но надо поторопиться, ведь скоро огороды. Благо к компании подключилась и сельская молодежь. У нас Паша молодец. Он настолько уже освоил это плетение сети, что он уже начал дома плести.
взял вот этот шпагат и дома плетет, молодец. Он у нас очень тут продвинутый парень. А мы тут вот плетем разными способами. Аккуратно сантиметр за сантиметром к канату привязывают прорезные галстуки. Получается полотно 3 на 6 метров. Таких готово уже 5 штук, на подходе еще 2. Эти маскировочные сети и другую гуманитарную помощь от жителей Ношуля в зону спецоперации повезет лично Лариса Попова. У нее уже есть опыт доставки гуманитарного груза. 22 апреля она планирует отправиться во вторую поездку. Там вся Россия. Детей делить нельзя. Они это наши дети. Если мне за 60 лет, для меня они дети. Вы представляете, прямо вот они нас ждут. Они ждут каждую весточку. Не важно, что мы там принесли. Они, главное, чтобы обняться и с ними поговорить. Уже в райцентре под Катюшу делают окопные свечи. Почти готова 3-я партия. Количество таких самодельных горелок приближается к 100, делает их местный совет ветеранов, чтобы бойцам в зоне СВО было немного светлее и теплее. Сама технология, она не очень сложная. Значит, мы в близлежащих магазинах берем коробочки, режем из них ленты, скручиваем, вставляем фитиль, и это все очень плотно в баночки. А затем, значит, парафин растворяется. Сначала его натерочкой натираем, потом мы его доводим до жидкого состояния и заливаем вот этот картон. Свечи, они горят очень хорошо и довольно долго. Муниципальному штабу «Мы вместе» эти сельские активисты помогают давно. В зону СВО они отправили уже не одну партию теплых вещей ручной работы. Наши девочки вязали теплые варежки, носочки, тоже отправляли не одну партию. Так что будем стараться все равно. У нас то поколение, мы еще помним наших родителей, отцов, что они воевали, это у нас как бы близко. В то время им помогали, а мы сейчас помогаем. В этом небольшом кабинете в центре Объятчева и аккумулируют всю помощь от жителей района. Фиксируют каждую единицу, а после большими партиями отправляют в столицу Коми. Оттуда груз, собранный по всей республике, отправляют в зону спецоперации. В основном у нас приносят продукты питания, то есть это у нас гречка, чай, очень сладости, очень много ребятам посылают. Это конфетки, сгущенное молоко, печенюшки, рулетики. Есть и всякие приправы, чтобы им вкуснее было, как по-домашнему немножко. Макаронные изделия. Это печи от умельцев из Летки отправили в зону спецоперации 3 таких самодельных кочегарки. Они и другая гуманитарная помощь каждый раз доходят до наших бойцов. Те, в свою очередь, отправляют землякам видеоприветы со словами благодарности. На этом на сегодня все. Студия 11 отправляется в экспедицию по поиску новой интересной информации и познавательных сюжетов для вас, дорогие зрители. Желаем провести эту среду как можно ярче. Увидимся в эфире.